На молодежном форуме «Машук» в Пятигорске продолжает работу третья смена. Сегодня на форум приехали почетные гости, в числе которых и временно исполняющий обязанности главы Ингушетии Махмуд Али Калиматов. На месте работает наш корреспондент Зелимхан Калоев. Зелимхан, вам слово. Спасибо, Юсуп. Да, действительно, полчаса назад сюда на молодежный форум «Машук» прибыли высокие гости в Рио главы Ингушетии, руководители северокавказских республик, полномочный представитель президента России в СКФО. В 7 шатрах в эти минуты проходят встречи с главами субъектов Северокавказского федерального округа. Руководитель Ингушетии встречается с нашими ребятами во второй раз. Юноши и девушки из Ингушетии в формате живого общения рассказывают Махмуду Али Калиматову о своих проектах и инициативах, задают интересующие их вопросы. Если создаться комитет или министерство, неважно, чтобы вы знали, что есть такое огромное приятное здание, что нам будет очень полезно, если нам предоставят такую площадку, и площадку для ребят, которые нас поддерживают и помогают нам показать себя в развитии на этих форумах. Я думаю, вы сможете что-то. Вот. И второй, и еще один вопрос. У нас раньше проводились в Таргиме, форум назывался Таргим, молодежный форум Таргим. Были очень полезные площадки. И понимаете, мы сюда приезжаем, неделю здесь время проводим. Мы вообще 3 недели уже здесь, честно сказать, из-за ярмарки, да. Вопрос в том, что мы защищаем здесь проекты, мы показываем себя, и есть такие моменты, молодежь не знает, как написать этот проект должным образом. Вот эти данные площадки, которые у нас проводились, они были полезны тем, что молодежь училась правильно изложить свою мысль, передать то, что они смогут реализовать. И это помогало, мы выигрывали эти гранты, мы реализовывали эти гранты. Это большая, на самом деле, это очень большая поддержка для нашего региона. Когда мы можем сохранить этот бюджет и показать в каком-то направлении свою помощь для нашего региона. Я думаю, вот такие тоже форумы у нас в республике, они были бы очень полезны, и было бы хорошо, если бы потянули несколько специалистов, которые помогли бы нашему молодежи. В принципе, и те же люди искусства или что-то еще. Потому что Дом культуры, вот я заходил на Звановский, да, у нас есть Дом культуры. Говорят, его ремонт сделали, там он такой вот, да. Ну вот я туда пришел на один форум партийный, и мне сказали, вот надо прийти, пришел я там. Я не знаю, говорил нет, но были, по-моему, рассказывал. То есть я туда зашел, там директор Дом культуры, я говорю, большой Дом культуры, название, я даже и ремонт там сделал. Я говорю, а сколько у вас тут классов музыкальных? Ни одного. Ни одного. А я говорю, что у вас есть? У нас вот мероприятия проводят они. И театр что-то там. То есть в моем понимании все эти культурные здания, сооружения, они еще, надо пересмотреть вообще их использование. Вообще профиль их. Пусть партийные съезды проводят там, я не против, и нужно это делать. Но у нас есть административные здания, здания парламента, почему там не провести, в правительстве актовые залы есть. Но идти в Дом культуры, я понимаю, когда форум, конечно, большой, у нас еще нет таких зданий, помещений больших, может быть, продумаем. Я думаю, что нам немножко времени надо. Мы будем это делать, мы будем по зданиям смотреть, но их надо строить качественно, и надо удобно строить их. Понимаете? Но я думаю, Дом молодежи должен быть один, такой достаточно большой, чтобы туда могли прийти интересами математики, физики, химики, если нужно, не в смысле там лабораторию устраивать, в принципе, и те же люди искусства. Вопросы продолжают поступать, они самого разного характера. Уже после встречи с Рио главой Ингушетии в рамках неформальной программы подведут итоги таких конкурсов, как «Мистер и миссис Машук», стихов и песен, а также короткометражных фильмов.
Участники третьей смены – студенческие активисты, руководители проектов, журналисты и блогеры. Работа на площадках форума ведется по нескольким направлениям. Россия – страна возможностей, социальное предпринимательство, Национальная лига студенческих клубов, медиа, волонтерство и НКО. У форумчан много возможностей для самореализации. Северокавказский молодежный форум «Машук» в этом году 10-й, юбилейный. За это время в нем приняли участие около 20 тысяч человек. В прошлом году в форуме участвовали почти 2000 представителей регионов России и стран зарубежья. В этом году впервые на Машуке была организована третья смена, а число участников увеличилось до 3000 человек, что на 1000 больше, чем в предыдущие годы. В прошлом году Ингушетия стала лидером среди субъектов СКФО по количеству полученных на форуме грантов. Их общая сумма составила почти 24 миллионов рублей. Отличились наши ребята и в этом году. У нас всего защитились около 45 участников из 85. Из них 36 участников физических лиц и 9 участников некоммерческих организаций. Баллы у некоммерческих организаций почти у всех, можно сказать, очень высокие, выше 200 баллов. Но физические лица, как я выше говорил, уже будем завтра узнавать. Завтра, да, состоится? Да, завтра состоится уже награждение. 100, И защита. 200, 300 тысяч. Уже будем награждать победителей сертификатами. У меня на этом все. Более подробную информацию мы расскажем вам уже завтра. Следите за новостями на канале Ингушетия. Юсуп.